Вот это Рахмон дал всем вздрючку. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие слова нашего президента удивили всех лидеров стран СНГ. И не только. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Астане лично обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице Российской Федерации. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил Эмомали Рахмон в ходе выступления на саммите Центральная Азия-Россия в Астане. Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза, как и сейчас мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам, не учитывались традиции и обычаи, не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о 2 миллионах мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию. Я хотела вам сказать, что больше 2 миллионов наших граждан уезжают в Российскую Федерацию не только на заработки. Они обучаются, лечатся, сказал Эмомали Рахмон на саммите Центральная Азия-Россия. По его словам, Россия ведет продовольственное сотрудничество и развивает товарооборот, однако взамен не проявляет равное отношение. Почему на такой несчастный форум в Таджикистане мы умоляем? Я дал поручение МИД. Я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил стратегический партнер. Мы что, так поступаем? Нас не 100, не 200 миллионов, но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Как вы относитесь к таким заявлениям нашего президента? И как вы думаете, кто его и как обидел? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вот Таджикистан заслужил это. Стратегический партнер. А что? Мы что так поступаем? У нас обучается 2,5 миллиона школьников. Русскому националу это учебники не хватает, учебники. 30 лет об этом не говорим, не хватает до сих пор. Учебники не хватает. У нас обязательно изучение русского языка с детского сада. Так? Что там идет? Военные базы есть. Полигоны так как были, так и остались. Все, у нас спасибо. Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера России. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу, обратился к главе Российской Федерации Эмомали Рахмон. У каждой страны есть проблемы, вопросы, традиции и обычаи, подчеркнул президент Таджикистана. Он обратил внимание на соседство стран Центральной Азии и России, уточнив, что от него никуда не уйдешь. Между тем, пресс-служба президента Таджикистана на момент публикации этой информации не опубликовала текст выступления президента на саммите Центральная Азия-Россия, который состоялся сегодня в Астане, ограничившись лишь информацией об участии Эмомали Рахмона в данном мероприятии. Конечно, никто не ожидал, что он так заявит, особенно президенту Российской Федерации. Все думали, что он его боится, а теперь, как видим, нет. Хочу напомнить, что мы не нищие. У нас богатая страна, запасов минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева, металлургическая промышленность, цветная металлургия, драгоценные металлы и даже стратегическое сырье для войны, которого нет в мире. По запасам Таджикистан занимает первое место. Никого это не интересует. Мы всегда уважали всех, но никто не уважает нас. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой в отдельности, добавил Эмомали Рахмон. А вы согласны со словами нашего президента? И как вы думаете, что его довело до такой взбучки? И вы тоже считаете, что Россия не уважает Таджикистан? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.